Здравствуйте, это программа «Спорт на СТВ» и с вами я, Данил Алибаев. Сегодня состоялось закрытие спартакиады среди работников средних специальных и высших учебных заведений города. Соревнования по различным видам спорта, среди которых волейбол, шашки, шахматы, настольный теннис и дартс, проводились в течение недели. Свой спортивный разряд на днях повысили ребята из клуба традиционного карате G-ON. Басайдай, Эмпи, G-ON, Конкудай. Для непосвященного эти названия звучат как китайская грамота. По большому счету, так оно и есть. Только это грамота карате, и не китайская, а японская. Так называются комплексы упражнений ката, которые каратисты выполняют при сдаче на коричневый и черный пояса. Одно из этих ката, Конкудай, и изучали воспитанники клуба традиционного карате G-ON в ходе трехдневного семинара. Его вел трехкратный чемпион мира по карате, шеф-инструктора Международной лиги боевых искусств, обладатель черного пояса 7-го дана Сергей Викторович Сизов, который специально для проведения семинара прилетел в наши края из Санкт-Петербурга. До этого он провел обучение в Стерлитамаке и Мелюзе. Сибай стал следующим пунктом пребывания. Здесь я был полгода назад, на мой взгляд, очень неплохо, уровень повысился. Остальное мы увидим после экзаменов, насколько тут будут экзамены. Ну, а так, в общем-то, уровень по Башкирии растет везде. Поэтому и результаты у них есть, они когда начинают ездить на соревнования, там также выигрывают, поэтому видны результаты и в спортивном карате. На ваш взгляд, вот то, что сейчас карате включено в программу Олимпийских игр, популяризацию его повысит? Я думаю, конечно, повысит, но здесь есть, как всегда, две стороны. Одна сторона – это хорошая, потому что спорт мотивирует детей, но другая сторона есть и не совсем хорошо, она уводит сразу же людей от внутреннего роста, потому что они начинают стремиться за медалями, за результатами и забывают о том, собственно говоря, для чего карате. Разминка, подробный разбор каждого движения, медленное повторение и затем работа в быстром темпе. И так, шаг за шагом, из года в год мальчишки из неопытных юнцов превращаются в настоящих мастеров восточных единоборств. В ходе семинара вместе со сенсеем каратисты внимательно разбирали каждое движение из ката Конкудай. При необходимости работали в парах и делали бункай. Это расшифровка движения, чтобы было понятно, как в реальных боях применять тот или иной прием. Как отметил Сергей Викторович, подобное подробное изучение карате помогает ребятам избавляться от машинальности в действиях и в мыслях. Они приходят на занятия 1,5 часа, у них есть определенные какие-то упражнения, в которых они должны внимательно повторять, корректно делать там стойки, руку поставить корректно, какие-то удары корректно. Им приходится очень внимательно за всем следить. Когда они делают эти упражнения, они смотрят на движение, то, что происходит у них внутри. И тем самым они лучше познают себя. Да, вот как Сократ сказал, что познай себя и стань тем, кто ты есть. Я бы даже еще сравнил карате с очень интересной и увлекательной книгой. Один философ сказал, что чтение – это духовные упражнения. Мы не можем прочитать, предположим, Достоевского или того же Гёте за один раз и сразу все понять. Нам надо несколько раз читать и углубляться, стараться понимать то, что написано. Карате также писалось более 1000 лет. И чтобы нам понять все эти движения, нам надо все более глубоко их познавать. Сергей Сизов в свое время занимался разными видами спорта, но в итоге выбор остановился на карате, потому что именно здесь, помимо физического, идет и духовное развитие личности. Это отмечают и представители Сибайского клуба карате G-ON. Во время повседневных тренировок упор делается не только на умение работать руками и ногами. Духовной составляющей также отводится большое внимание. Подобные же учебно-аттестационные семинары помогают ребятам по-новому взглянуть на весь процесс обучения. Данные семинары мы стараемся проводить сейчас пока раз в год, в идеале 2 раза в год. Они являются аттестацией клуба, секции или школы, то есть периодически в сезонность проводятся в каждом городе. Вот. На данных семинарах дети узнают, изучаем новые ката, разбираем подробно с сенсеем. Также он тренирует меня как инструктора для того, как преподавать детям, преподносить,
подходы с разных сторон на разные методики преподавания. Сергей Викторович мастер высокого уровня, у него 7-й дан. Да? Здесь на семинаре присутствуют белые пояса. Вот, на ваш взгляд, они готовы воспринимать информацию или насколько это актуально для них? Иногда взрослые люди, мужчины, скажем, у которых тоже там 3-й, 4-й данные, не готовы воспринимать такую информацию. Иногда дети схватывают ее просто на лету. Это все зависит от человека. Кому-то надо рассказать, ему поймет, кому-то надо рассказать и показать, ему поймет, а кому ты рассказываешь и показываешь, и человек понимает только с 10-го, с 20-го раза. И индивидуально. Участие в семинаре, помимо каратистов из клуба «Джион», приняли представители Сибайского клуба карате Кикусинкай Тамаш и Рю и приезжие спортсмены из Магнитогорска. К Сергею Викторовичу приезжать всегда интересно, и всегда вот на протяжении уже достаточно долгого времени я его знаю. И каждый раз, участвуя, так сказать, в его семинаре, я выношу для себя что-то новое, что в принципе, ну, вот мы разговариваем, это нормально. Вот это нормально узнавать, и это правильно. Узнавать для себя что-то новое на каждом семинаре. Вот, так что, ну вот в этот раз я тоже для себя вынес много интересных вещей. Собственно, и не то, что каждый день я приезжаю, возвращаюсь назад. Но ни одной секунды не жалею, ну и пусть чаще приезжает. И к нам в Магнитку, и сюда. Ну, он как бы мне помогает разобраться в своих ошибках. Вот, например, я раньше допускал много ошибок. С помощью сенсея я понял, как их исправить. Я занимаюсь карате 6-й год. Несколько раз бывал на семинарах. И каждый раз узнаю что-то новое, что-то учусь чему-то. И с каждым разом становлюсь сильнее. Итогом 3-дневного учебно-аттестационного семинара стал экзамен на пояса. С этим испытанием все ребята достойно справились и повысили свои спортивные разряды. Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Беркут» прошел спортивный фестиваль среди воспитанников дошкольных учреждений города. Праздник получился очень ярким и насыщенным, но о нем мы уже расскажем в ближайших выпусках новостей. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!